Здорово, Баларун, дорогие подписчики! Вы на канале Байбалалай. Сегодня получился очень прикольный выпуск, потому что я никогда не видел, чтобы ВДВшник боялся шокера настолько, что мог в моменте удара оттолкнуть свою девушку. Не знаю, что сказать еще об этом выпуске. В общем, сами все увидите. Приятного просмотра! Бро, смешно. Читай все самое интересное о Якутии на News Якутска. Всем привет! Меня зовут Кролик Бро, а это моя девушка Aina.slap. Ну, в инстаграме Aina.slap, Aina Слепцова, меня зовут Семен. Мы парочка блогеров, можно так сказать, базируемся в инстаграме. Вот, и мы сюда пришли на канал Байбалалай, так что, ребята, подпишитесь, поставьте лайк, колокольчик и комментарий, да, угадайте, кто победит. Ну, конечно же, понятно, да, кто сегодня победит? Короче, у нас было 3 варианта наказания, и мы выбрали одно наказание. И это... Проигравший должен позвонить своей маме. Если я проиграю, то говорю, что я беременна, мама, я беременна. И что делать, типа? А если он проиграет? То я звоню своей маме и говорю, что я да, она беременна. Ну, если моей маме позвонить, то эмоции будут вообще... Блин, она бедная, заплачена. Но! Все, ладно. О себе, любимые. До шоу гости ответили на вопросы, на которые мы уже знаем ответы. Знает ли ответ человек напротив? В каком жанре фильма я бы хотела сняться? Ну, точно не эротический. Комедийный? Я бы хотела сняться в жанре комедия, потому что я сама люблю комедию. Возможно, играть в комедии легче, чем какую-нибудь драму. В драме все надо... в комедии, короче. Да! Нет! Блюдо, которое я готовлю лучше всего. Плов! Конечно же, плов. Плов. Плов на казане. У себя на даче. Чай, актер погорелого театра. На чем? На казане. Где? На даче. Сколько всего парней я отшила? Ты не говорила мне, что ты отшила за сколько? Ну да. Давай. А по именам Угадай. можно, да? Нет! Давай. Нет! Нет! Потом этот блогер. Нет! Ладно. Так, раз. Да мы тут и в прямом эфире встречаться. Шучу. Ладно. 2. Еще в школе там. Ну если в школе там. В школе сколько у тебя там парней в деревне? 10. 10 штук? В средней школе 20 детей было. И Детей, ага. Мне послышалось. Что 20 человек. парней где-то 12. Так, стой, подожди. Я должен точно цифру сказать, да? Ладно, давай будет 8. 2 блогера, короче, да? 1 диджей. И пускай будет остальные 5 из деревни. 8 человек. Ну, давайте скажем 5. Нет, 8. Ладно. Да я вместе турмуком была. Я угадал? Я угадал? Да! Серьезно? Как? 8? Да ну. А что так много слышишь? Я просто наугад сказала. Ничего себе. Я не позвоню своей маме. Чем я больше всего горжусь? Тут много вариантов. В смысле? Компьютер. Подписчики. Завязывай. Я. Ну это да, это да. Я. Он гордится мной. Чем я горжусь больше всего? Давайте. Ладно, приди в себя, реши. Какие варианты есть у нас? Компьютер? Компьютер. Подписчики. Ты. Стабилизатор. Чем это предмет или какой-нибудь поступок? Может быть и поступок, может быть какая-нибудь ситуация в жизни. Тем, что ты служил в ВДВ? тоже Спрыгнул вариант. с парашюта. Ну, тоже вариант. Что давайте скажем. У тебя что? Да. Для телефона. Я еще учился где-то. Да. Что давайте скажем тем, что служил в ВДВ. Ты уверен? Да. 5, 4, 3, 2, 1. Блин, горжусь тем, что я служил в ВДВ, наверное.
Ну, потому что, знаете, каждое 2 августа, я жду больше своего дня рождения 2 августа. 27 августа нет, 2 августа это лучше, чем Новый год. Нет, сейчас в фонтанах не купаются люди. Сейчас воспитание другое, как бы. Мы занимаемся больше благотворительностью, поддерживаем финансово, да, малоимущественных семей, детям-инвалидам ходим, ну, где-то так. Правильно. Серьезно? Я еще долго думал над этим вопросом. Ментальная связь. История, за которую нам обоим стыдно. Это когда ты в лифте пукнула, помнишь, она открылась, там человек зашел. Это твоя история. Которые нам стыдно? Стой. Которые нам стыдно. Что мы сделали? Это ночью было? Днем? Может быть. Мы были пьяные? Возможно. Пускай это будет, когда мы шли домой ночью, я там чуть не подрался, да? А, нет, это... Или это когда мой был день рождения, и там этот мой друг был там. И окончательный ответ. Давайте, пускай будет это возле гик-кафе, короче, мой день рождения, из-за Аины там произошла, можно сказать, потасовка, драка. Не из-за меня, ты что? Ну, из-за твоей подруги, да. Ну, ты там тоже была причастна так вообще. По-другому. Уже не подруга теперь? Рассказал провокации на косе тебе. А так, да? Наверное, когда в прошлом году у нас был баттл, у нас было задание, то есть у меня было задание с магазина взять какую-нибудь вкусняшку, там же в магазине начать есть и просто так выйти. Я открыла торт в магазине и начала есть. Ну, короче, выполнила это задание. Вот тогда мне было стыдно. Жестко, безобидная история, таки реально жестко. Ночью, чуть не подрался, мой друг кого-то там, ой, мама. Тут надо быть максимально откровенным, это же байбалай, ты что? Какую черту своего характера я бы хотел исключить? Этот... Я без эмоций буду сидеть, ладно? Ребячество. Несерьезность. Это ребячество вот ахта. Ребячество это иногда. Несерьезность, да? Несерьезно. Шалопай, короче, так и скажи. Шалопаизм, да? Ты уверена? 5? Да. 4? Всё, Ладно, все. Ревность. Потому что, знаете, я слишком ревнивый человек. Ну, сейчас уже нет, как бы, да, но когда она идет гулять куда-то, и не берет телефон, обычно там, знаете, вот на тусовках телефон выключается, я такой, ну, сука, блядь, когда нахуй. Сразу там диджеем пацанам, алло, Инна там? Да, Инна. Ладно, все. Так, хотел бы убрать ревность. Ну, ладно. Ты ревнивый, да. Анна Гален, да? Где ты была этой прошлой неделе? У кого? Анна Гален, да. Конечно! Ты не видишь? Да я каждую субботу ревную, я вообще тайку спрошу. Да? Вообще ревнивый, наоборот. Наоборот, я даже когда-то жаловалась на то, что он не ревнивый своим подругам. Чего? Врубайте камеру. Какой знак зодиака я ненавижу? Он вообще не разбирается в этом. В зодиаках вообще... А ты вообще сам знаешь, кто ты по знаку зодиака? Я? Дева. А я? Я что, Ну стой, 3 апреля, это что за знак? Козерог? Сам ты козерог. Осел? Овен? Овен, ага. Овны не любят. Кто там еще есть? Овен, скорпион, змея, да? Весы есть. Я волновался. Весы, ёпта, да? Правильно? Ладно, скорпион, потому что мне не нравится этот животное. А вдруг кто-то видится. У всех по-разному. И парни, и девушки делятся. Телец. Пиздец. Блин, все ближе и ближе к шокерам. Да блин, она это знает. Сколько раз я прыгал с парашютом? Ты не знаешь? 8. 12. 8 вот-то, тайны вот-то. Я же давай, говори. 8. Сколько раз я прыгал с парашютом? 8 раз. Да, только в армии прыгал. Я служил в воздушно-десантных войсках. Ну, там нету человека, который не прыгал. Как бы. У тебя там выбора нет. Да что ты такая серьезная? Умная, знающая. С каким максимальным весом я приседала? Слышь, а вы не могли легкий вопрос дать? По-любому больше 20, да? Не, ну больше 10 точно. Хотя, стой, ты хрупкая же, ты же девочка. 10 ты сможешь, 15 ты сможешь, 18 давай, 18 когда? 12 килограмм. Ай, серьезно?
А так я неправильно сказала в углах, я не помню. Надо было так сделать, да, серьезно. Потом очень другие ответы сказать. Так, песня, которая ассоциируется с нашей первой встречей. Самая первая встреча — это концерт. Что ты там пел? Ту песню я не знала ведь. Битбокс, что ли? Туйра лавкан явно. Ну, пройдись по моим трекам. Ладно, какие у меня треки есть? Тоқта болын, моя мадам. Ча наугад. Давай. Тухралырдахны вообще. Нет, трек, который ассоциируется. Давайте скажем кыс, лайк. Кыс лайк? Ага. Короче, ситуация такая. Как я начал с ней встречаться, где-то через 6 месяцев, что ли, после того, как мы начали встречаться, я выпустил трек под названием «Аина». И в этом треке прям поется о том, что как мы встретились. И там как раз-таки история о том, как мы первый раз, погуляли до утра. Песня, которую я посвятил тебе. Наша первая встреча дебютин бутта. Так там поется про нашу первую встречу. С этими же ассоциируется трек. Консергием вот кадонна. Да, вот читай вопрос. Песня, которая ассоциируется с нашей первой встречей. Детектор лжи. Если участник не отвечает на вопрос или отвечает неправильно, то получает удар током. А что там думает? Стой! Стой, не нажимай, пожалуйста! А что она у нас ракет стоит, слышь? Не нажимай, не пожалуйста! Песня, которую я слушаю на повторе. Это вот постоянно поешь на кухне. Голые тёлки и мужики, холодные, боньки, что-то там. Подожди. Она мне дает подсказку, но я не понимаю, о чем. После этого не даю подсказку. Ладно. Оригинал этой песни. Но это на оригинал. А, стой. Алексей Филиппов. Припев? Стой! All carry. Молодец! All carry. Все, больше не даю подсказку. Любимое время года. Лето. 70! Почему там 70? Нет, не 70. Огусте. Да? Ага. Огусте. Отпусти, блин! А я! Ты зачем зажимаешь, Акару? Прости меня! Акар. А зачем зажимать? Стой, она вибрирует. Это мои кости вибрируют. Это чего вибрирует? Мое любимое время года — это весна, потому что я родилась весной. Апрель, это весна, что ли? А, ну да, ну на улице же минус 50. Ладно, да. Ча. Блин, голова. Цветы, которые я не люблю. Ча. Бери напись сразу. Цветы, которые ты не любишь? Стой, подожди, давай вот еще раз назовем, чтобы ты... Наугад. Наугад? Что? Ладно. Есть такой цветочек якутский, называется току-току ням-ням. Неправильно. Орхидея. Акары! Орхидея! Длина моей стопы в сантиметрах. Что? Примерно король. Сантиметров? Дай-ка ногу сюда. Ладно, давай. 19 сантиметров 0,5. 19 — это окончательный ответ. Да! Заебал, нахуй, меня сюда пригласили, сюда. Да, последний вопрос. Мана точно бляган. Я знаю, точно Да, знаю, да? да. Все, давай. Правильный ответ. 24,5. 24. 38 размер. Я знаю то, что 38, но 24. Блин. И последний вопрос. Как зовут моего кумира? Джек Воробей. Молодец. Джинахата.
Этот чувак, который жестко в рекламах его еще запрещали участвовать инди где-то. Атага, Джек Воробей. Хаппата. Да. Она когда сказала, типа, кто? Я чуть Брэд Питт не сказал. Футбольный клуб, за который я бы хотел играть. Тоқтал. Роналдона явно не уважаешь. Почему? Реал Мадрид. Ты же футбол вообще не любишь. Я вообще не люблю футбол, да. Ты Реал Мадрид. Давай. Жесткая арбата, ты был тахта. Раз ты так сделал. Это ты вот на первый раз зажимала. Все. Правильный ответ — «Зенит». Потому что у меня футболка «Зенита», ты должна была поймать ассоциацию. Это футбольный клуб, да. Давай. Моргенштерн или OG Будда? Моргенштерн. Правильно, Моргенштерн. Я же говорил, я новую школу не слушаю. Оджи Буда, ага, не в скуле. Любимое место в Якутский. Якутске? Твоя стримерская комната. Нет. Ты что, Питер, ходь-то? Место в Якутске, не дома, а что-нибудь другое. Да, а что на то? Боксерской клуб, ага. Не. Место в Якутске, Инна, место в Якутске. Наша первая встреча идеями. Сквер матери Инда. Не помещение, а место. Природа. Нет, ты напрашиваешься, ты серьезно, природа, да? Сейчас сквер матери. Давай. А что так не куда? Давай на Какое 180 место? поставим. Пошел. Какое место? Парк? Парк-то. Да, там это же типа кушать можно. Моя последняя прочитанная книга. Полностью прочитанная Болохтахта. Не, Нет, просто да? прочитанная. Блин, Бардия, я автора не знаю. Ладно, хотя бы, про что эта книга? Врач, который лечил людей, которые в бурю Барабара. Это на русском языке, который я Да. читал? Неправильно. Это последняя прочитанная книга, которая лежала у нас на кровати на якутском языке про театр. Патаган батты битре. Я начал читать его. Да. Во! Патаган девятин батта. Вот он аган спитим. Я одну страницу прочитал, и мне лень стало, я закрыл. Да? Я же читал, значит, будет. Нет. Я читал? Нет. Читал. Я тебя спросил, про что книга, ты сказал стихи. Это вообще олонхо. Самый смешной человек в России. Комик Тахайра. Орлик Индию курдук. Стендапер какой-то. Адолфос им. Мне я хабири подсказкала об этом. А мне хабири подсказкала хтахан. Комик. Щербаков. Это ответ? Да. Орлик. Я же вообще не смеялся. Я смеялся над ним. 5 причин твоей любви. Участники назвали 5 пунктов, за что его могут любить. А как считает соперник, сейчас мы и узнаем. Красивая, наверное, потому что он это говорит каждый день. Умеет готовить, хозяйственная, добрая и веселая, наверное. Так. Для этого я всегда спрашивала, иногда подготавливала тебя. Красота, улыбка, глаза, готовка, уборка. Хотя бы 3 явно есть. Веселый, умею вкусно готовить, делаю музыку. Ладно, давай красивый. Она по-любому... Это же она будет говорить? Да, красивый, ладно, она по-любому скажет, наверное. И занимаюсь спортом. Красивый, девятин, да. Добрый, веселый. Давай. Творческий. Зря это сделал. И хозяйственный. 50 на 50? Вот такие отношения должны быть, поняли, что все... И раз мы вдвоем 50 на 50, давай мы вместе об этом скажем. Абонент недоступен. Все, ладно. Тогда твоим я позвоню. Она вообще не поймет. Ладно. Мама, прости. Ладно, я буду молчать, потому что я с ней не общался. Алло. Привет. Привет, мама. Привет. Хай Джаен. Мама. Ага. Короче, беременная бимбала. Ага. Ага. Нанрыкте хаю. А так... Не пойдет.
Атын зато кирдагам де потом уже урай баппын декретке бардах пынаде. Декретке барабын бо, онтан төттөр киребин бо уже. Мама, прости, я на тебя. Антон, прости. Беременной болом сойлали. Чай багатик хочу. Ну что, дорогие друзья, мы подходим к концу. Мы все закончили. Было нереально весело. Мы тут посидели, поржали. Узнали друг о друге еще больше. Не, меня удивил тот факт, что у нас, понимаете, 50 на 50, короче. Вот, типа, Ментальная равные, связь. да. Так что, ребята, давайте поддержим якутский YouTube, Байбалалай, подписывайся в форме, поставь Ставьте лайк. лайки. И оставь комментарий, любой, хоть какой, хоть... Ну, для статистики это будет очень хорошо, видео будет продвигаться. И поддерживайте отечественный бренд. Всем пока, с вами был Кролик Бро и Аина.слэп. Тут удовольствие. Люся. Ага. Спасибо вам за просмотр. И история напоследок. Одна моя знакомая взяла вопросы из нашего выпуска и сыграла со своим мужем. И он набрал всего 2 балла, и она расстроилась, что он ее совсем не знает. Попробуйте вы сыграть со своим мужем, женой, другом. Сможет ли он набрать больше 2 баллов? Делитесь результатами в комментариях и не забывайте подписываться на наш канал. Всем большое спасибо. Пока. Бербиттера бардын хуруй бутум хурумудум. Отаны кулласы буттера. Тиминера. Сериал паккам багуа. Это было, без понятия. Угу. Угу.